Привет, друзья! Это 4-й выпуск дневников финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021, а также второй соревновательный день. Наши корреспонденты побывали уже на многих площадках парка молодых профессионалов. Но, друзья, нам еще есть что вам показать. Обо всех самых интересных и захватывающих мероприятиях, как всегда, расскажут наши корреспонденты. Погнали! Наш Уфимский аэропорт встречает не только гостей республики, но там находится одна из удаленных площадок чемпионата WorldSkills. Всего таких площадок 5. Помимо аэропорта, это также Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бекеева, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности, Уфимский автотранспортный колледж и муниципальная пожарная часть. Обо всем этом поподробнее в материале Эмилии Тиангирова. В Уфимском аэропорту пассажиры выстроились на рейс, которого нет ни в одном расписании. Но это не техническая ошибка. Все дело в том, что воздушная гавань столицы Башкортостана стала одной из площадок проведения нацфинала WorldSkills Россия 2021. Здесь показывают свои навыки конкурсанты в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Уважаемые эксперты, найден запрещенный предмет. Пройдите, пожалуйста. Поставленные задачи зарегистрировать пассажиров на рейс и провести досмотр только кажутся простыми. Работа сотрудников аэропорта невероятно ответственная. Конечно, это очень важная профессия. Это все те люди, которых мы с вами как клиенты встречаем всегда в аэропорту. Вот мы входим в аэропорт, сразу попадаем в зону первого досмотра. Нас встречает инспектор авиационной безопасности. Среди конкурсантов как учащиеся в высших и средних профессиональных образовательных организаций, так и действующие молодые сотрудники аэропортов. Маргарита Насырова представляет одну из двух команд Башкортостана. Она работает инспектором по досмотру в Уфимском аэропорту. Свою профессию девушка считает ответственной и непростой, но о своем выборе не жалеет. Мне всегда нравится аэропорт, мне нравилась эта романтика, эти самолеты. Это очень красиво, очень классно. Мне нравится работать с людьми, поэтому я давно знала, что я хочу прийти в аэропорт. В ходе досмотра важно ничего не упустить и в то же время делать все быстро. Иногда приходится сталкиваться с конфликтными и недовольными пассажирами. Сегодня в роли авиапутешественников студенты-волонтеры. Для максимального сходства соревнования с реальной ситуацией кто-то даже отыгрывает роли агрессивных людей или тех, кто пытается пронести с собой запрещенные предметы. Был один конфликтный пассажир, который не хотел проходить досмотр, но мы ему доступно объяснили, почему он должен это сделать. И, в принципе, да, были выявлены какие-то опасные предметы, патроны. От площадки, предоставленной Уфимским аэропортом, в восторге и эксперты. Условия, созданные в Уфе, впечатлили даже опытное жюри. Условия просто отличнейшие. Нам выделена, вот как вы видите, зона нового терминала. Здесь нет ни потока пассажиров, все перекрыто. Действительно, стойки регистрации стоят в боевой готовности, потому что действительно есть выход. В такой обстановке мастерство оттачивают и конкурсанты, и эксперты, а значит, пассажиры вправе ожидать улучшения качества обслуживания во многих аэропортах страны. В рамках чемпионата представлено рекордное количество компетенций. Всего в парке молодых профессионалов их 105. О компетенциях 9-го нацфинала WorldSkills Россия в сюжете Эмилия Тимашева. Такое ощущение, что в этом павильоне все конкурсанты работают над каким-то одним проектом. Судите сами. Позади меня архитектурная обработка камня, здесь малярные работы, слева холодильная техника и системы кондиционирования, впереди штукатурные работы. Такое ощущение, что ребята построили и сейчас занимаются отделкой какого-то одного дома. Причем здесь не просто стандартные отделочные работы, есть своего рода обязательная и свободная программа. Это когда конкурсант сам выбирает рисунок. При этом стоит помнить, что работу будут оценивать эксперты. Поэтому даже когда происходит судейская оценка джаджмент, то есть общий вид, так скажем, нравится, не нравится, то эксперты, смотря, оценивают все. Опять же, и ровность, и заливку. Кстати, первым делом конкурсанты должны изобразить общий для всех рисунок – символ Республики Башкортостан.
Штукатурка, облицовка – это, конечно, все важно, но какой же дом может быть без мебели? Тут над этим работает целый цех. Вы только посмотрите, сколько здесь оборудования и станков. И каждый конкурсант работает над конкретным изделием. Вот над таким замечательным стулом со спинкой. Ну, достаточно удобно. Кстати, про удобство. Обратите внимание, как оформлены рабочие места конкурсантов. Здесь самые современные станки и оборудование. Словом, все на своем месте и ничего лишнего, что могло бы отвлечь от выполнения задания. То есть то, что он сделал, то мы оценим. А то, что плохо сделал, оно просто не оценивается. Причем на производство только одного стула каждому конкурсанту отведено 3 дня. На первый взгляд времени больше, чем достаточно. Но для ребят каждая минута дорога. Узнать, откуда родом конкурсанта, можно не только по вот таким бейджикам, но и целым флагам, которые устанавливают болельщики. Вот, например, Москва, тут же рядом Санкт-Петербург. И, надо сказать, очень приятно увидеть в такой компании земляков. Этот павильон был полностью посвящен строительству и рабочим профессиям. И здесь же поблизости расположились, возможно, наши будущие коллеги. На чемпионате работают десятки журналистов. Репортажи летят во все уголки страны, откуда приехали конкурсанты. Но не одни лишь они занимаются видеомонтажом. На компетенции видеопроизводства ребята собирают целые документальные фильмы. Особое внимание приковывает техника, на которой монтируют конкурсанты. Такому оснащению позавидует практически любой телеканал в стране. Как вы думаете, кто занимается оформлением витрин магазина одежды? Лично я до этого момента думал, что это дело рук самих продавцов. Оказалось, нет, это целая наука, которая называется визуальный мерчендайзинг. В этой профессии собраны сразу несколько специальностей: дизайнер, менеджер, художник и оформитель. Причем все должно быть не просто красиво. Выбираются такие фоны тоже специально, чтобы внимание все было на товар. Проще говоря, надо оформить так, чтобы, допустим, я захотел купить, совершенно верно. И все же один из главных факторов на чемпионате – это время. Оно здесь играет против конкурсантов. Меньше 5 минут осталось у конкурсантов-юниоров, тем, кому нет и 16 лет. Тут действительно решается судьба лучшего ювелира в стране в своей возрастной категории. Юные ювелиры должны успеть изготовить из латуни и серебра подвеску, нервы на пределе. После того, как время вышло, все в руках экспертов. Решение они примут уже на следующий день, а пока конкурсантов могут подбодрить лишь болельщики. Впрочем, в компетенции участвуют не только юниоры, здесь же соревнуются ребята постарше. Здесь, как видно, времени достаточно, но ответственности куда больше, ведь лучший из них поедет на международный чемпионат защищать честь страны. Конечно, с каждым днем времени остается все меньше и меньше. Конкурсанты готовы выложиться на все 100, ведь церемония награждения победителей уже не за горами. – 26 августа правительство Республики Башкортостан и акционерное общество «Башкирская содовая компания» подписали соглашение о взаимодействии в рамках проекта «Производительность труда». На территории парка молодых профессионалов у Башкирской содовой компании действует своя площадка, где они с удовольствием показывают свои технологии. Об этом поподробнее в сюжете Евгения Коноплина. Какие изменения произойдут в отечественном производстве и чему поспособствует подписание данного соглашения, узнаем от первых лиц. Вся экономика, она в принципе строится именно на производстве. И поэтому в нашей компании созданы достаточно большие условия для поднятия престижа, для сохранения преемственности поколений. И самое главное, для того, чтобы каждый работник нашего предприятия чувствовал поддержку самого предприятия и у него было желание работать. Также на территории павильона БСК размещен внушительных размеров медиазал, оборудованный по последнему слову техники.
Всестороннее взаимодействие правительства республики и компаний должно обеспечить рост производительности труда не менее чем на 5% ежегодно. Как вы поняли, о результатах данного соглашения можно будет судить только через 10 лет. А пока что мы можем восхититься тем, что уже происходит на WorldSkills Россия. – 27 августа в Конгресс-холле Таратау состоялось награждение победителей и финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества» среди участников национального проекта «Производительность труда в Республике Башкортостан». Вообще в Конгресс-холле происходит масса интересных лекций от лучших спикеров. Ну а пока мы с Ильнуром наслаждаемся кумысом, Анна Шуберт расскажет поподробнее о награждении в своем сюжете. Сегодня в Конгресс-холле Таратау оживленные обсуждения. Деловая программа WorldSkills Россия собрала специалистов по дополнительному образованию, различным компетенциям и повышению квалификации. Колледж-завод – модель будущего среднего профобразования с одновременным трудоустройством по специальности. Образовательные учреждения и компании обсудили варианты реализации ее на местах и рассказали, что это за проект. Субъекты малого и среднего предпринимательства, они создаются на базе колледжей Российской Федерации. То есть это учреждают колледжи, предположим, общество с ограниченной ответственностью. Или еще один из субъектов будет это хозяйствующее партнерство. То есть вот такие субъекты малого и среднего предпринимательства будут создаваться на базе образовательных организаций, колледжей Российской Федерации. Федеральная инициатива подразумевает в первую очередь это создание первых рабочих мест для студентов и выпускников колледжей. И стоит такая задача, что студенты или выпускники образовательной организации приступают к работе уже как раз в рамках субъекта малого и среднего предпринимательства. Молодые специалисты, получающие среднее профессиональное образование, будут обеспечены работой уже во время обучения. Движение WorldSkills Россия показывает, даже школьники могут быть профессионалами. У нас в учреждении просто существуют учебные фирмы детские, которые, собственно говоря, с самого начала начинают этот процесс, и маркетинг, и выбирают направления деятельности, и роли, и так далее, и тому подобное. На самом деле в Европе это очень развито. Поэтому тут нам только нужно идти вперед. У нас дети реализуют коммерческие проекты, дети понимают, зачем они учатся. Никогда образование и практическая деятельность не стояли в конфликте друг с другом. Они, наоборот, поддерживают друг друга. И для каждого человека, я скажу здесь более широко, да, потому что важно то, что им иметь и образование, и высшее образование, да, в том числе, и в то же время уметь делать работу своими руками и своей головой и добиваться уже конкретных целей. В наше время информационные технологии и автоматизация производства – обыденность. На деловой программе WorldSkills Россия также обсудили будущее рынка труда при нарастающей автоматизации процессов. В области робототехники обменялись опытом и мнениями гости и руководители уфимских предприятий. Также состоялось награждение победителей национального конкурса «Лучшие практики наставничества». Его впервые провели в Башкортостане. Теперь он станет ежегодным. Победители рассказали, как стать эффективным наставником. Во-первых, надо же иметь желание. Вот вовлеченность, план и воля. Надо быть психологом. Это первый момент. Понимать задачи, которые перед тобой стоят. И тот коллектив, который есть у себя, в котором ты можешь работать. И понимать его плюсы и понимать минусы. 28 августа участники деловой программы обсудят трудоустройство молодых специалистов и изменения на рынке труда после пандемии.
Вот так прошел второй соревновательный день финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021. Впереди еще много интересного. Те, кто еще не успел посетить парк молодых профессионалов, у вас все еще впереди. А уже в это воскресенье, 29 августа, на сцене в парке Ватан состоится церемония закрытия чемпионата, а также награждение победителей. Друзья, на этом все. Вы смотрели дневники финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021 на телеканале БСТ. Пока-пока! А теперь давайте вспомним, каким был первый соревновательный день финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021.